Сейчас эфир продолжит брифинг оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Узнаем о текущей эпидобстановке и принимаемых мерах в регионе. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Об эпидобстановке в республике на сегодня. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике на сегодня, если рассматривать в динамике последних 2 недель, характеризуется определенной стабильностью. Количество выявленных больных остается в одинаковом количестве. За последние сутки выявлено 58 новых случаев новой коронавирусной инфекции. При этом в городе Якутске зафиксировано 25 новых случаев, в Мирнинском районе 11, в Мирнгринском 6. От 1 до 5 случаев зарегистрировано в 8 районах республики. Все лица, которые заболели новой коронавирусной инфекцией, находятся на лечении в наших больницах. Соответственно, управление Роспотребнадзоров осуществляет работу по выявлению контактных лиц. Также продолжается и дезинфекция, соответственно, пространств, квартир и, соответственно, офисов в случаях, если, соответственно, заболевшие новой коронавирусной инфекцией имеют корпоративные очаги. За сутки проведено 1981 исследование на новую коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии у нас проведено 953 558 тестов. На настоящий момент, оценивая ситуацию санитарно-эпидемиологическую в целом, необходимо обратить внимание на следующий факт, который не может сегодня не тревожить прежде всего власти республики. Оно связано с тем, что, несмотря на то, что количество больных, заразившихся, по данным управления Роспотребнадзора, остается в пределах цифры 50-60 человек последние 2 недели, тем не менее количество тяжелых больных не уменьшается на наших койках. Соответствующие меры принимаются и учреждениями здравоохранения, и соответствующими оперативными штабами на местах, в зависимости от того, где сегодня подобного рода большее количество тяжелых заболевших. Перед учреждениями здравоохранения, перед первичным звеном поставлена задача не допускать, выявлять как можно раньше заболевших. В связи для этого есть все соответствующие ЕФА и ИХА-процедуры. В республике продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции, которая сегодня проводится в 44 медицинских организациях. В целом развернуто 156 пунктов вакцинации, создано 110 мобильных бригад. Необходимо обратить внимание, что первую вакцину у нас уже получили 31 тысяча, более 31 тысячи человек, в том числе в сутки, за прошлую у нас получила вакцину 2006 человек. Ну и по второй вакцинации у нас уже провакцинировано 14 324 человека. Необходимо обратить внимание, что сегодня вакцина, поступившая вторая партия, поступила еще партия, которая должна была быть, является нашим лимитом февраля месяца. Соответственно, на настоящий момент после маркировки она также будет доставлена в наши учреждения и в улусы республики. Учреждения здравоохранения продолжают запись на вакцинацию. При возникновении вопроса и длительном ожидании, обращаясь к жителям республики, соответственно, направлять звонки на горячую линию для того, чтобы при необходимости урегулировать тот или иной вопрос, если он в какой-то мере возникает. Действительно, вопросов по вакцинации возникает достаточно много. Один из вопросов, который возникает и требует разъяснения, связанные с тем, что вторая вакцина ставится через определенное количество дней, через 20 дней. Поэтому у меня большая просьба. Вторая часть вакцины, которая ставится, она находится в том же медицинском учреждении, где была поставлена первая вакцина. Поэтому при планировании вакцинирования в обязательном порядке необходимо понимать и, соответственно, планировать постановку второй вакцины. Именно в том же медицинском учреждении. Безусловно, бывают исключительные случаи. Но в этой ситуации необходимо обратиться к врачам по месту жительства, и они уже будут принимать иные организационные меры. Хотя, еще раз обращаю внимание, все-таки вакцинацию необходимо планировать, исходя из того, что обе эти вакцины ставятся в разницу 20 дней. Спасибо.
Это был брифинг оперативного штаба по борьбе с коронавирусом с информацией об эпидобстановке и принимаемых мерах в регионе. Ну а далее эфир продолжим новостями к этому часу и коротко о главных темах. Владимир Путин заявил о необходимости модернизировать системы предупреждения и ликвидации ЧС в России. Алекминский центр культуры пополнился молодым специалистом, но район все еще испытывает нехватку в новых кадрах. Студенты транспортного техникума Нижнего Бестяха начали очное обучение. Ребята даже приступили к прохождению практики. Владимир Путин обсудил с членами Совбеза работу единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Президент отметил необходимость ее совершенствования. Остаются нерешенными вопросы, касающиеся организации функционирования подсистем противопожарных мероприятий и прогноза опасных гидрометеорологических явлений. Кроме того, Путин отметил сохранение сложной паводковой ситуации, а также опасной ситуации с лесными пожарами в ряде регионов, подчеркнув, что 2020 год в этом смысле был непростым. Рассмотрим вопросы о дополнительных мерах по предотвращению и ликвидации паводков и природных пожаров в 2021 году. Мы знаем, что 2020 год в этом смысле был непростым. Сохранялась сложная паводковая ситуация на территории целого ряда субъектов Федерации. Это Республика Саха-Якутия, Хакасия, Алтайский край, Вологодская, Тюменская области. Наиболее опасная ситуация с лесными пожарами складывалась на территории той же Республики Саха-Якутия, Забайкальского края, Красноярского, Хабаровского краев, Иркутской области и Чукотского автономного округа. Однако в целом в 2020 году комплекс принятых мер, направленных на локализацию паводков и природных пожаров, тем более все это осуществлялось в сложной обстановке распространения новой коронавирусной инфекции. Так вот, если посмотреть на цифры, на объективные данные, то в целом комплекс принятых мер позволил в большинстве субъектов Российской Федерации даже уменьшить по сравнению с 2019 годом и с предыдущими годами, даже уменьшить размер ущерба окружающей среде и материальных потерь. Совещание по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций состоялось и в Татинском районе Якутии. Паводковый сезон там проходил по двум направлениям: реке Амге, где затапливается ряд населенных пунктов, и реке Тати, где тоже есть опасные участки, а также плотины и гидротехнические сооружения. В данное время в районе насчитывается 28 таких сооружений, 10 наслегов входят в список затопляемых населенных пунктов. Заслушали ответственных лиц, глав поселений, которые выразили обеспокоенность надлежащим состоянием и содержанием гидротехнических сооружений. И со стороны правительственной комиссии тоже будут выработаны дополнительные меры по обеспечению безопасного пропуска паводковых вод. Особенно остро стояли вопросы установления зон затопления, содержания гидротехнических сооружений. Главы отметили недостаточность бюджетных средств для содержания гидротехнических сооружений. И по этой проблематике, конечно, правительство Республики Саха-Якутия будет проводить соответствующую работу. 5500 наблюдателей будут следить за прозрачностью выборов в Государственную Думу. Общественная палата республики сегодня, 19 февраля, организовала региональный общественный штаб независимого наблюдения. В него войдут члены Общественной палаты региона, представители общественных советов муниципальных районов, независимые эксперты и гражданские активисты. Накануне состоялся совет, где сформированы списки бригадиров общественного наблюдения. В марте бригады пройдут обучение от московских преподавателей, после чего начнется работа по созданию списка наблюдателей. Работаем совместно с Общественной палатой Российской Федерации, с независимым общественным мониторингом и будем готовить пул наблюдателей. Наблюдателями у нас могут быть любые граждане Российской Федерации, независимо от своих политических предпочтений, участия в политических партиях. Это могут быть любые активные граждане.
Вот. Сейчас у нас подготовлен уже график. Мы будем наблюдателей готовить. 9-10 у нас пройдет семинар для наших активистов. И потом до 15 июня мы будем готовить наших наблюдателей, проводить обучение во всех районах нашей республики. Национальный день здоровья пройдет в Чурапчинском районе 25 февраля. Ежегодно более 20 лет в регионе в конце февраля проводится Национальный день здоровья. В рамках мероприятия медицинские работники республиканского центра проведут ряд семинаров, круглые столы, а также население района сможет пройти обследование у узких специалистов, таких как кардиолога, онколога, терапевта и так далее. Обследование проводится с целью ранней диагностики различных заболеваний. Медицинские осмотры в селах Чурапчинского района будут проводиться в течение 8 дней. Да, у нас едут много узких специалистов. Это и кардиолог, это и невролог, и онколог. То есть мы проведем, наверное, онкоскрининг, да, среди населения Чурапчинского района. Вот. Будут читаться лекции. Будут проводиться другие различные мероприятия. По программе модернизации первичного звена здравоохранения Якутия получила 10 новых автомобилей УАЗ-Патриот. Машины не оснащены специальным медицинским оборудованием и в первую очередь рассчитаны для перевозки фельдшеров. По решению главы региона Айсена Николаева новые автомобили отправятся в северные и арктические районы. Для этого их специально адаптировали для работы на Крайнем Севере. Между тем, оснащение районных больниц автомашинами на этом не закончится. Так, до 2025 года ожидается получение еще порядка 200 единиц техники для нужд здравоохранения. Также в рамках программы модернизации планируется обучить и повысить квалификацию водителей скорой помощи, отметила вице-премьер правительства региона Ольга Балабкина, которая вручила ключи от новых автомобилей главным врачам районных больниц. Уже на днях автотранспорт разъедется по дальним районам. Сегодня у нас очень знаменательный день, опять же, да, мы в прошлом году вошли, наш район вошел в арктическую зону, так, и в этом году с программой модернизации, конечно, очень большое внимание нашим правительством, нашим Минздравом уделено именно оснащению, да, больницы, развитию арктических районов. Вот, и в этих рамках нам выделен автомобиль, столь необходимый в наших условиях. Да, у нас, конечно, условия очень суровые на севере жить. Да, автомобили, конечно, очень быстро изнашиваются. На сегодняшний день у нас по больнице износ автотранспорта практически 100%, 80-100%, да, и вот, выделение вот этого автомобиля для нас тоже очень большое подспорье. Так что огромное спасибо нашему министерству, правительству. Проблема нехватки молодых специалистов остается актуальной в Алекминском районе. Это касается не только промышленности, не хватает учителей, медиков, поэтому каждый новый молодой специалист – радостное событие. Елена Фаст продолжит. Анна работает в Национальном центре культуры «Гармония». Недавно, казалось бы, судьба увела ее совсем в другую сторону. Училась на юриста. Но любовь к творчеству победила. Танцы – мое второе «я», признается она. Выражаю свои эмоции, также выплескиваю свои эмоции, если плохое настроение. Танцы – это для меня, наверное, все-таки спустя много-много лет я поняла, что танцы для меня – это моя душа, мое все, я – это танцы. Сейчас она отрабатывает свои сольные номера, но уже учится работать с людьми. Уверена, получится. Хочется частичку себя, частичку своей души передать другим и научить людей, чтобы они также через некоторое время, может, тоже передавали себя как-то. Кадровый вопрос актуален для всех сфер. Направления культуры не исключение. Потребность в кадрах присутствует всегда, когда особенно начинаешь работать в разных направлениях. Ну и, конечно же, в нашем учреждении один балетмейстер, поэтому острая необходимость в хореографов. Хочется сказать, что мероприятия мы строим в основном на хореографических постановках. Буквально недавно в администрации района прошло ВКС встреча с молодыми специалистами. Вакансии есть, мало желающих вернуться. Ждут молодых специалистов и в центральной районной больнице. Направляются заявки в центр занятости
У нас имеются вакансии врачей-терапевтов, онкологов, акушер-гинекологов, хирургов, но у нас вакансий много. Возможно, в сфере культуры проще. Творчество возвращает людей. Хотелось бы, чтобы молодежь вспомнила добрую поговорку и приехала работать на своей малой родине. Почему Алекминск? Ну, как говорится, где родился, там и пригодился. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Наслек Алайховского района и Арктический научный центр заключили соглашение о сотрудничестве. Оно стало результатом сотрудничества в ходе разработки концепции развития поселка Чукурдах и обсуждения дальнейших интересов как в продвижении научных исследований в Арктике, так и во взаимодействии по реализации проектов на местах. Первыми на очереди к совместной реализации стоят проекты с использованием механизмов государственной поддержки населения и грантовых возможностей с участием жителей села Чкалов. В дальнейшем планируются археологические работы и научно-образовательные проекты. Не только с участием сотрудников центра, но и с привлечением коллег из других научных организаций, молодежи и общественности. За 3 года в Якутске обустроят не менее 40 дворов. Основной целью город ставит создание условий для максимально удобного пребывания людей. Планируется вовлечение в развитие общественной среды населения, общественных организаций, органов власти, трудовых коллективов, меценатов, инвесторов, бизнес-сообществ. На данный момент активно привлекается помощь спонсоров и крупных управляющих компаний, общественности для участия в благоустройстве и озеленении. На реализацию трехлетия благоустройства в бюджете города предусмотрены 600 миллионов рублей. Кроме того, планируется дополнительное привлечение средств из республиканского бюджета. А в селе Бердигистяхи Горного района построят новый жилой квартал. В рамках реализации программы нацпроекта «Жилье и городская среда» по этапу 2021 года в районе будет расселено более 8 тысяч квадратных метров аварийного жилья, где сейчас проживают 743 человека. До конца 2022 года по улице Парфенова в Бердигистяхе служба госзаказчика построит 7 многоквартирных домов на 176 квартир. Сейчас ведется подготовка земельного участка, заводятся строительные материалы. Малоэтажная квартальная застройка позволит организовать комплексное пространство с благоустройством, социальными объектами и территориями для отдыха. Студенты транспортного техникума поселка Нижний Бестях начали очное обучение. Первая группа проходит учебную практику. Как проходят занятия и практика, узнал Артур Старостин. Студенты транспортного техникума после долгого карантина начали очное обучение. Приехали не все студенты, а первая группа, которая должна пройти практику на базе техникума. Эти ребята студенты второго курса группы организации перевозок и управления на транспорте. После долгого отсутствия в учебном заведении молодые люди чувствуют себя словно первокурсники, соскучились по живому общению со своими однокурсниками. Я очень рада встретить наших преподавателей, своих студентов, однокурсников. Будущему слесарю Саргалану дистанционное обучение было далеко не познаваемым. Он с удовольствием показывает свои работы, которые выполнил на практическом занятии в мастерской. По заказу техникума делаем доводчик окна, чтобы она открыть и оставить это открытым, чтобы она сама не закрылась. Учебный процесс проходит в смешанном формате. Для того, чтобы избегать скопления в производственных кабинетах, допускаются только по 3 студента. Приехали второй курс, но после того, как они уедут, приезжает другая группа второго курса. Тоже проходит учебную практику и далее тоже на производственную. Потом другая группа приходит. Третьи курсы приезжают на сессию, на экзамен очно, и потом тоже на преддипломную практику уезжают. Совсем скоро у студентов начнутся производственные практики. Их направят по специальностям в разные компании, а те, у кого специализация связана именно с железной дорогой, будут проходить практику в станциях акционерной компании «Железные дороги Якутии». А пока ребята оттачивают свое мастерство на токарном станке. Для того, чтобы достичь высокого уровня и мастерства, они выполняют тонкую и кропотливую работу, придают форму шахматным фигурам. Это трудно делать. Они получают намного побыстрее. Не то, что все время точить гайки, болтики. Это чтобы разнообразить
чтобы получилось такие изделия. Из таких мягких металлов они на станке оттачивают и создают вот такие вот прекрасные изделия. Тут канавязь. Артур Старостин, Мигино-Кангаласский район. На этом завершаем выпуск новостей, но далее вас ждет много важной и актуальной информации. Не переключайтесь.